Всероссийская акция «Вахта памяти» набирает обороты. Сегодня герои Отечества, которые накануне прибыли в Северную Осетию, посетили первую бесланскую школу и город ангелов. Они возложили цветы к древу скорби и к обелиску павшим во время теракта сотрудникам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Сегодня же герои Советского Союза и России приняли участие в открытии памятника воинам Красной Армии, выходцам из селения Кобан. Сегодня настолько мощное по своему значению мероприятие, на котором мы присутствуем, что его переоценить, как говорили, невозможно. Память человеческая, она бесконечна. И более приятнее, что спустя 70 лет, в год 70-летия Великой Победы, вы открываете такой великий памятник своим землякам. Кто может рассказать о подвиге лучше, чем тот, для кого это слово непростой звук? Сегодня в Суворовском училище для юных воспитанников провели урок мужества. В копилку памяти учащихся от тех, кто писал историю нашей Родины, добавилось сразу несколько биографий. 13 декабря 1999 года Владимир Алимов участвовал в спасении пилота-штурмовика Су-25. Под огнем противника он сумел посадить вертолет Ми-8 и забрать на борт экипаж сбитого штурмовика. Руководство учебного заведения уверено, что для мальчишек нет ничего интереснее, чем слушать о судьбе живых героев, ведь они сами грезят быть такими же защитниками России. Наша страна сейчас находится в таком тяжелом положении, но у нас армия сильна, и поэтому всегда патриотическое воспитание должно быть на высоте. И чем лучше, чем больше будут старшее поколение обращаться и подходить с этим вопросом с военными, с бывшими военными, с старшим поколением, тогда будет успех. Уроки мужества сегодня прошли во многих учебных заведениях. Герои России посетили Горно-металлургический институт. Они посмотрели экспозицию, посвященную 70-летию Победы, и оставили свой автограф на страницах истории института. После возложения цветов к вечному огню пообщались со студентами. Почетные гости рассказывали о своих боевых подвигах, поведали о военных событиях, очевидцами которых они стали. Всероссийская акция «Вахта памяти» завершится уже завтра. Герои примут участие в параде, посвященном 20-летию 58-й армии. Елена Черенкова, Земфира Лулаева, Тинатин Музашвили, Олег Рамонов, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.